Программабызды улантабыз, достар, көрдүңүздөр бе экзотикалык жылан, экзотикалык жаныбарлар биздин бүгүнкү эфирибизде конокто. Ушундай экзотикалык жаныбарларды ушундай тарбиялаган жана ошондой эле цирктин, Москва циркинин актрисасы, артисткасы Марина Руденко бизде бүгүн конокто. Саламатсызбы? Доброе утро. Доброе утро. Как ваше настроение? Очень хорошее. Рады. Мы очень знаем, кто такой крокодил. Мы знаем, это хищное животное. Да, Какой у него характер с самого начала? Это крокодил же, да? Да, Кайман это или настоящий аллигатор? крокодил, который его будет зовут? в будущем 7 метров. Это самый маленький участник в нашей программе, Геночка. А самая большая Геннадьевна, почти 3 метра. Вот кто придет в цирк к нам, да, суббота-воскресенье, тот увидит Геннадьевну. Она у нас почти 3 метра. Ну, будет 7. Вырастет. Откуда вы их вообще достаете? Вообще они рождаются, мы их как бы приобретаем с зоопарков. Они И же мясо кушают, да? Да, мясо, В основном рыбку. Любят рыбку, горбушу. Ага. Сколько килограммов мяса или рыбы они в день употребляют? По-разному, смотря какой аппетит. Да. Поддерживаем Геночка, да, специальную, зовут? да, для них нужно специальную температуру, создавать все условия, вот, чтобы И они... характер у него У какой? него, ну, более-менее Спокойный, да? спокойный, да. Есть, которые не очень спокойные. Ну, вот Геночка у нас добродушный, можно так сказать. А вот какие животные не поддаются дрессировке? Ну, наверное, Таких и какие-нибудь. вы не берете. Вы берете Мышки, такие? наверное, какие-нибудь. А змеи? Змеи, они не поддаются, да, это экзотика, но они все равно привыкают к человеку, они понимают, кто с ними работает. Крокодил, он понимает, что он вышел на работу, Геннадьевна у нас выходит и сама уходит домой по моей команде. То есть А в общем, А, сколько змеи времени такие. уходит, чтобы их дрессировать? по-разному, смотря По-разному. какой характер, да. Есть, которые быстро поддаются дрессировке, есть, которые не очень. Вот дальневосточные леопарды у меня 2, очень редкие, занесены в Красную книгу, тоже будут участвовать в нашей программе. Вот, опять-таки, кто придет, увидит всех наших животных, не только леопардов, у нас и козочки, и волки, и собачки, в общем, много Ну животных. вот, на крокодила, например, сколько времени ушло, чтобы дрессировать их? Ну вот Геннадьевна, она какая-то вот у нас попалась добродушная, Геннадьевна, да, вот которая почти 3 метра. Характер у нее хороший. Повезло, можно так А вот сказать. эта змеюшка, как зовут ее? Это удавчик. Удавчик. Это тоже самый маленький участник. А большой у нас желтый большой альбинос, питон, он где-то метров 5, наверное. 5 Тоже будет участвовать в субботу-воскресенье. А вы у нас ставите, да, всякие вот эти Представления. спектакли, да? Да. До скольки У будет? нас в цирке же. Да, цирке у нас конечно, в происходит, цирке, да? в стационарном государственном цирке будет представление, суббота-воскресенье заключительные уже. Все. Как вы скольки до приехали скольки с Москвы пока? к нам? Как их привезли вообще? Транспортировка. Их специально оборудованная фура, рефрижератор, поддерживается температура, да. Для них создаются все условия. У них термоящики Отдельно, специальные, то есть? для них, да, сделанные, конечно. Все создаем, все для них. Хорошо, Марина. А это еще, сколько вы занимаетесь в этом деле? Ну, Да, больше сколько 20 времени лет уже, больше 20. 20 Ну, была воздушной гимнасткой, а потом думаю, ну не взять же мне, попробовать крокодила домой, чтобы он у меня жил дома. Вы у нас впервые в Кыргызстане? Да, в первый раз. И какие ощущения? Всегда по России работали, а сейчас первый раз. Очень, очень. Такой у народ нас? теплый, добродушный, да. Все помогали в цирке, когда мы только приехали, они помогали создать условия для животных. Да, мы тепло. рады. Мгм. А сколько вообще, как с ними нужно вести себя? Ну, нужно любить животных, это в первую очередь. Если ты не любишь животное, тогда не нужно вообще с ними работать, да. Вот. Нужно знать, прежде всего, что это хищник, крокодил, это опасно. Вот. Не лезть, руки ему в рот не совать. Самое Вот. главное. Да, как бы Иначе можно без рук остаться. Да, знать его характер, повадки, изучать животное, психологию знать, леопардов, И еще крокодилов. какие у вас интересные экзотические животные, какие у них характеры, какие у них аппетиты, как с ним можно найти общий Обращаться, язык? да. Ну вот леопарды, да, они поддаются дрессировке. Они очень редкие, дальневосточные леопарды. Я взяла маленьких котеночка маленького, с 3 месяца им было. И начала воспитывать, играться с ними, заниматься, а потом только в полгода уже дрессировать. Чтобы он привык ко мне, чтобы он полюбил меня, и я его, конечно, чтобы мы нашли общий язык с ним.
А Ну, бывает всё-таки- такого, чтобы этот не находили общий язык? Ну, пока не Конфликтные было, не конфликтные было, да, ситуации. не было такого. Как-то не я бывает. всем стараюсь, да, уделять. Конечно, бывает, да, в цирке, что ну, не поддается дрессировке. Конечно, что делать? Тогда уже ищем зоопарк хороший, чтобы его отдать как бы. А почему вы выбрали эту сферу, именно эту? Почему это? Мне как-то нравились рептилии, они такие интересные, необычные крокодильчики. Ну и леопарды, конечно, они такие миленькие. Ну, леопарды выглядят они миленькими, но на Да. самом деле Ну они да, же на хищники. самом деле, да, хищник. Конечно, все это надо знать, и поэтому только решиться. Вот я решилась на такой шаг, взять таких животных серьезных. Хорошо. Интересно. А леопард, они тоже хищные животные, они тоже мясо кушают. Да, Откуда обязательно. берете столько мяса? У вас Да, тем более сколько Привозят, крокодилы. у нас здесь есть человечек, который привозит нам хорошее мяско для них специально, покупаем очень хорошее. Говядину они очень любят. И теперь расскажите веселые Перепел. истории. Веселые Было, истории? наверное, Да, много? связано с вашими животными, да. Геннадьевна у нас, она вот чувствует, когда представление, она прям старается, очень старается, прям красиво ходит, все время хочет через барьер перепрыгнуть. Ей это нравится, что зритель пугается, но мы не позволяем этого, конечно. Есть ассистенты, которые ходят за ограждением, чтобы не дать ей перелезть через барьер. Вот. Многие детишки наши любят же сфотографироваться. Ой, Да, можно будет фотографироваться Охрана. с Геночкой, да, маленьким. Куда ты хочешь, куда? а могу я в руки держать? Да, конечно, можете погладить его, он любит вот здесь вот даже. Келіңіз, біз азыр өмірімде бірінші жолы урматтуу достор, крокодилдин Краса. баласын колума алып көрөм, кандай сезимдер болот, азыр сиздермен чогуу байкайбыз. Можно, да, уже? Да. Он даже глаза закрыл, нравится. Так, наверное, Қандай спать екен, да, хочет, да? денесі қандай екен? Не, ему нравится, да, вот здесь, вот, когда его гладят. Могу в руки держать? Ну, можете, да, Можно, вот да? только он тяжелый. Держите Я вот так за постараюсь. шейку, за хвостик, вот. О, боже. О, Пайда. Мына ушундай урматтуу достор, Давайте я тоже поглажу. О, эң сонун крокодилдин баласын Геночканы мен колума алып көрдүм. Аябай Да, сонун сезимдер. башкача экен. Мустак бир эле учурда коркосуң, бирок ошол эле Денеси учурда. башкача экен, э, Баягы денесинде. оозун мындай байлап коюшкан экен, ошол себептен мындай бир аз толкундап, анан кийин ошол эле учурда жагымдуу эми- сезимдер болот экен. Ооба. Вот они достигают ростом до 7 метров, Да. а вес их вес. Ну, Геннадьевна у нас уже большая, вот, которая весит, ну, килограмм, наверное, под 100, может, 80, 100. 90, да. А большие довольно-таки особи сколько тяжелые. весят? Ну, очень, да, шестиметровые. много весит. Полтора Ну, да, тонны, где-то наверное, так, да? да. Жакшы, урматтуу достор. Сага жактуу. Биз ар кимибиз, менин оюмча, өзүбүзгө окшош жаныбарларды кармап алдык окшойт. Аябай сонун жаныбарлар. Менин үстүмдө жылан. Оор Она экен. прям вас Оор полюбила, экен. Да, пригрелась. полюбила. Ооба, сонун экен. Чындыгында моюнумда турат, бир аз оорураак, бирок мен жыландан коркпогондуктан мындай мага жеңил эле болот, оңой эле, коркпой эле. Прям им комфортно. мы тоже было. Да, мне полюбили. тоже комфортно. Я их Да, не я боюсь, полюбил так что эту нормально. маленького Геночку. Ага. Он все... Я Жакшы хочу жаныбар. оставить себе. Бага албайсың го дейм. Спасибо, что вы пришли. Большое спасибо, что пришли. Да. спасибо. А когда представление будет в церкви у нас? Суббота, Какого числа? воскресенье до Заключительное, 3 суббота, числа, да, заключительный. Со скольки до скольки? В 14, в 16:00 представление, да. 16:00, да. В субботу и воскресенье в 16. Спасибо вам большое, что пришли. Рахмат. Удачи вам. Спасибо. Ийгиликтер болсун, келип туруңуз.